Карта Крымская ССР 22 года с историческими наименованиями. С самого утра в доме Баевых шумно и весело. Бахчисарай, Джанкой, Евпатория, Симферополь. Поздравить Гамира Баева приехали почти со всех районов Крыма. Телеканал «Милет» в лице директора Эрвина Мусаева также поздравил участника национального движения. Слава Сызге, что вы внесли большой вклад в то, что крымские татары оказались на своей родине, что мы живем в комфорте, иншаллах, у нас есть будущее, у нас есть возможность развиваться. Вот благодаря вашей работе вот у нас и телеканал есть, потому что нас уважают как в Крыму, как и глава, как и президент. Мы делаем нашу работу, и именно благодаря таким людям, как вы, у нас есть будущее нашего народа. Салам Сызге. Гамир Баев родился 20 января 1938 года в Крыму. Когда его вместе с семьей депортировали в Среднюю Азию, ему было 6 лет. Ничего не надо было. Вот возвращением восстановить крымско-татарский народ в его правах и вернуться на родину. Вот. И поэтому отец у меня, герой. Всю свою жизнь он добивался возвращения своих земляков на родину. Благодаря его активной позиции была открыта дорога домой. В 1989 году крымские татары массово начали возвращаться в Крым. Национальному движению он посвятил 60 лет, даже немножко более. Был за участие в национальном движении дважды репрессирован, отбывал срок, после был реабилитирован. Всю свою жизнь сознательно он посвятил участию тоже в национальном движении. Долгие годы добивался справедливости. При Украине даже судился с Верховной Радой. В 2014 году входил в состав комиссии по выработке Конституции Республики Крым. Все пришли меня поздравить. За это всем огромное спасибо. Спасибо, что не забыли. Мы с вами в Крыму уже 27 лет совместно работаем. Я лично более 60 лет принимаю участие в национальном движении. Гамир Баев живет в Симферополе. У него 3 детей и 5 внуков. До сих пор принимает активное участие в жизни народа. Сильный характер, сила воли, упорство в достижении целей и любовь к народу вызывают уважение всех крымских татар к Гамиру Баеву. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал «Милет».